Доброго времени суток всем нашим друзьям. В эфире передача Ичкерия Forever, что означает Ичкерия навсегда. В данной передаче, мы ее хотим провести на русском языке для наших друзей, пояснить о происходящем в чеченской среде, то есть о радикализме и как явление, который новый или чужд для чеченского общества, как он проникает в это общество наше, и где его корни, откуда это все распространяется. Хусейн, тебе слово. Добрый день, ассаламу алейкум. Сегодня мы действительно хотим поговорить, потому что в последнее время очень сильно говорят о радикализме, говорят, особенно после последних событий в пригороде Парижа, убийства учителя, французского учителя молодым парнем. Важно разъяснить корни этого зла, важно разъяснить причины этого зла, потому что нападки идут на весь народ. Весь народ, естественно, не может быть виновным в том, что произошло. Поэтому мы попытаемся вам объяснить. Вот я был участником событий, которые разворачивались на моих глазах, начиная с 96-го года, с 95-го даже, я бы сказал, года. Российские пропагандисты во весь, вот если кто интересуется этими событиями, можете посмотреть в интернете, найти какие-то информацию о том, что начиная с 95-го года чеченское сопротивление российские спецслужбы пытаются связать с Аль-Каидой в тот период. Навязывают всяческие идеи, что якобы лидер Аль-Каиды был в Чечне, там какой-то Аль-Захари, я уже фамилии, честно говоря, имена я начинаю забывать, что эти люди были якобы в Чечне, там встречались с нашим руководством. Это совершеннейшая, конечно же, неправда. Это была попытка привязать нас на тот период к Аль-Каиде, которая гремела, там тоже странным образом потом исчезла. Это Аль-Каида. После этого, в 1996 году, после окончания Первой русско-чеченской войны, после победы наших вооруженных сил над российским агрессором и установления мира на нашей земле, после того, как мы провели в Чеченской республике выборы, выбрали нового президента Аслана Масхадова и парламент, членом которого я тоже являюсь, были попытки вброса радикальных элементов, радикальных пропагандистов, которые засылались со стороны Иордании там, или откуда-то, из каких-то арабских стран приезжали люди и пытались радикализировать нашу молодежь, пропагандировали. Но тот период был очень сложный, поэтому власти еще было очень сложно контролировать все эти процессы, потому что, сами знаете, послевоенный период, все люди вооруженные до зубов, там нету работы, ничего нету, вся республика лежит в руинах, и поэтому управлять этими процессами, тем более за 2 года, которые нам были послевоенные, 2 года до начала Второй русско-чеченской войны, было всего 2 года. 1997 года после выборов и в 1999 году началась Вторая война. И поэтому здесь между этим промежутком 2 года усиленно начали организовываться джамааты, группы, которые джамаатами назывались, вооруженные группы, не подчинявшиеся абсолютно нашей власти, президенту. И, естественно, эти группы не могли существовать без какого-либо финансирования, не могли существовать за счет пожертвований, которого не было, естественно, даже это смешно было бы говорить, что они просто так могли покупать оружие, могли там одеваться, униформу, есть 3 раза в день, кататься на хороших машинах. То есть чувствовалось, что на тот период, конечно, российские спецслужбы тоже не дремали, они финансировали лидеров этих групп. Естественно, простые, может быть,
бедолаги там какие-то, которые пришли, думая, что они что-то делают, могли и не знать об этом. Но лидеры, кто их вел, они, конечно же, знали. И усиленно шла пропаганда среди молодежи, что если человек там попадал в вот эту религиозную группу, что в этой религиозной группе могли иметь какой-то успех, иметь оружие, там, пропитание, какие-то финансовые дела. Это делалось, естественно же, я еще раз говорю, для того, чтобы мы не могли установить серьезную власть, не могли установить порядок в республике, потому что вооруженные люди все-таки это не просто граждане, да, которые будут что-то нарушать. Здесь вооруженными уже против них нужна отдельная армия, нужна отдельная полиция вооруженная. И тем более после такой кровопролитной войны, первой русско-чеченской войны, в которой мы потеряли около 120 тысяч населения, мы не могли себе позволить начать гражданскую войну или там внутричеченские какие-то конфликты, да, которые могли бы привести еще к большим жертвам. Поэтому мы терпеливо, наша власть терпеливо пыталась этих людей как бы понизить, их активность, вели разъяснительную работу с этими людьми. Даже один момент, когда пришлось переименовать МВД в МШГБ, Министерство госбезопасности, как бы шариатское, да, чтобы под этим хотя бы их туда в государственные органы влить и там каким-то образом привести к порядку, одним словом, чтобы они были законопослушными. Но этот номер у нас как бы сорвался, и МВД было переименовано в МВД, МШГБ снова в МВД переименовано, и работа по дискредитации власти продолжилась, шла полным ходом. Были несколько стычек на нашей республике, как все знают, помнят в Гудермесе, которая была с этими религиозными, ну, там, не то что религиозные тоже нельзя говорить, потому что мы все религиозные, все мусульмане в Чечне, но здесь радикальные как бы люди, которые пытались навязать другую идею, другое учение, да, какое-то учение, которое не было нам понятным. И вот эти группы, конечно, сделали большое зло. После этого, когда мы пытались эти 2 года каким-то образом выжить на руинах, да, не было ни бюджета, ничего не было, никаких таких серьезных средств, и российская пропаганда вела ожесточеннейшую борьбу против нашего народа, и была полная блокада, как информационная блокада, да, она информационная в чем выражалась? Были похищены журналисты. 2 журналистов, я помню, сейчас забыл, к сожалению, фамилию, 2 журналистов, которых я, честно говоря, до сих пор так и не узнал, какой они, кто их похитил. Это очень странно, потому что остальных мы все знаем. Но это как бы была закинута удочка, на мой взгляд. А потом объявили за этих 2 журналистов, что за них заплатили $1 000 000. Потом через некоторое время уже пошла цепочка, захватили журналистов НТВ Елену Масюк, там с ее этой командой, да, за нее заплатили 3 миллиона уже. И потом вот эти, представьте, бедные люди, которые прожили прошли войну, у которых разрушены дома, у которых семьи, которым нечего есть, и никакой работы нету, никакой возможности заработать нету. Вот именно российские спецслужбы, проводя такого рода операции по похищению, выплате за заложников, они, конечно, создавали такие условия, что эти люди должны были искать заработок. Им сказали, вот если вы похитите журналистов, да, получите миллионы. А задача была не в том, чтобы получить миллионы, а в том, чтобы создать информационную блокаду. И после этого, естественно, журналисты перестали ходить. Естественно, иностранные СМИ тоже запретили въезд в Чеченскую республику своим журналистам. Да, и ФСБ, конечно, тоже полностью ограничивала въезд на территорию нашу из России, не давали там визы и ничего. И пытаясь еле-еле выкарабкаться из этой ситуации,
мы пришли к тому, что началась тогда, ну, видя, что мы никак не умираем, видя, что мы все равно карабкаемся и каким-то образом уходим на новый уровень, пытаемся поднять экономику, пытаемся что-то строить, что-то делать. Видя эту ситуацию, российская сторона, во главе уже второй раз Владимира Путина, дезинформировал российское население, взорвали в Москве дома, Буйнакские, и, ну, в общем, несколько домов было взорвано. ФСБ России, об этом есть фильм, ФСБ взрывает Россию, если кто не видел, может в интернете это посмотреть. То есть, и это был повод для начала Второй войны, и началась Вторая русско-чеченская война. Осенью 1999 года российская армия еще больше, с большими силами вторглась на нашу территорию. И вот здесь начинаются уже интересные вещи. Потом, если первую войну у нас был главный штаб вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия во главе с Асланом Асхатовым, с генералом нашим, и было центральное управление, был президент Джохар Дудаев, правительство, ну, все эти всю войну функционировали государственные органы, то во вторую войну уже управление было немножко слабоватым за счет того, что вот период мирного времени удалось собрать эти джаматовские группы, вооруженные группы. Они в начале войны уже перестали подчиняться главному штабу, перестали подчиняться президенту Аслану Масхадову. У них появились амиры какие-то, да, там свои начальники, которые не подчинялись государственной власти. То есть это все было сделано для того, чтобы вот разрушить целостность нашего государства. Вот в этот период начинается еще большая радикализация, потому что, видя, что весь мир, как бы и в первую войну, и во вторую особенно, молчит и никак не реагирует на агрессию, военную агрессию российской военной машины, естественно, уповать было, кроме как на Всевышнего, не на кого. Ни Организация Объединенных Наций, ни ОБСЕ, ни какие-то международные организации абсолютно ничего не сделали для того, чтобы остановить агрессию. Ничего, никакой критики не было. Ну, там единственное, что там какие-то лидеры говорили, вот, к сожалению, там, сочувствуем и так далее, там, выражаем какую-то озабоченность и так далее. Кроме этого никакой помощи не было. И чеченский народ в одиночку продолжал погибать, и воины, ребята, которые защищали Родину, естественно, с помощью, опять-таки, пропаганды и безысходности, да, начинали верить, ну, как бы, в чудо, да, верить в то, что без оружия, без ничего можно, как бы, победить такую огромную державу. Ну, здесь молодые, я должен сказать, что если в первую войну были люди, выросшие в Советском Союзе, служившие в советской армии, более-менее образованные, да, имеющие опыт жизненный, имеющие опыт общения с многими разными национальностями, людьми, бывавшие в разных уголках там, России, то уже во вторую войну участниками войны стали уже более молодое поколение, которое никогда не выезжало за пределы республики, которое не училось там в каких-то вузах, да, не имело опыта общения кроме как с русскими агрессорами, да, в первую войну, то есть не было с нормальными людьми общения. То есть эти люди легко поддавались радикализации. Вот ты был как раз вот того периода, о котором я говорю, парень, который вырос в этот период, который 17 лет встретил войну. Вот как у тебя просто сложилось, ты расскажи просто, чтобы я об этом все время не говорил. Да. Ну, Хусейн, ты являлся депутатом, и являешься, да, депутатом парламента Чеченской Республики Ичкерия. Сегодня представляешь этот парламент как бы здесь, в экзиле. Я, например, на тот период был молодым человеком, который не имел отношения к политике, который имел отношение ко мне. И, ну, я бы хотел бы, ну, сегодня, да, я тоже представляю здесь один из департаментов нашего правительства, экзиле. Также мы пытаемся, наш культурфирен Ичкерия, работать, короче, с молодежью. Возвращаясь, да, к теме,
я бы хотел как бы пояснить вот сторону, как происходила вот эта радикализация. И, например, вот откуда это все шло. И я вот, будучи молодым человеком, да, когда, ну, я был хоть и молодым в то время, сегодня отчетливо помню все процессы, которые происходили во время Первой войны, например, во Вторую войну я сам был участником, принимал участие. И вот именно после Первой войны, когда люди, у которых там, я не знаю, погибли близкие, там остались без крови, ну, прошли через все вот эти вот ужасы войны, часто люди как бы начали больше уповать на Бога, и в этот период именно вот началось то, что через литературу, да, вот, в нашу среду начало поступать там вот, религиозное обучение, и это, например, в нашей республике полностью разрушенной послевоенной республике не было абсолютно ни печати, никаких, я не знаю, условий, да, там, какие-то печатать какие-то книги и так далее. У нас были, как бы нашу республику начали заполнять тоннами всяких брошюр религиозных и религиозных книг, которые я сам читал. И на некоторых вот из этих там, книг, мне тоже было интересно, да, человек, я тоже как бы был более религиозный вот на тот период, потому что гибель там родителей на войне, да, которых просто уничтожили, да, оккупанты. Будучи там молодым человеком, прошедшим через вот это все, я тоже задумывался там о религии, и ко мне тоже попадали вот эти вот брошюрки, которые я читал и помню, что там было, например, в некоторых из них. То есть, если бы человек, прочитая вот эту брошюрку, которая именно напечатана так, где делается акцент вот на чеченскую войну, да, там такие примеры приводятся. Если самолет там кидает бомбы, то они взывают там не к Богу, к другим. То есть это было именно, эта литература была именно направлена, нацелена вот на чеченского зрителя. Да? Что меня настораживает, вот именно если прочитать эту литературу, и человек будет поступать, как в ней написано, да, то тут же нужно достать там, я не знаю, шашку свою, начать там, со своих близких всех рубить, да, там, брата, мать, кого угодно, то есть до того как бы радикально, сами были радикальны эти книги, эти брошюрки. И меня вот что настораживало, перелистав любую из них, да, на последнюю страницу издательства этой книги стоит, например, Шаболовка, там, Москва, Шаболовка, 37, какой-то благотворительный, какая-то организация, фонд, да, Юсуф, например. Будучи, например, на этот период там, молодым человеком, 96-й, 7-й, 8-й год, там, 16, 17, 18 лет, меня вот этот факт настораживал очень. Как это так? Тогда тоже я задумывался. Вот если Министерство информации и печати Российской Федерации, которое, я не знаю, днем и ночью по телевидению льет вот это вот все на нас, да, там чеченцы, исламисты, террористы, то есть не пропускается ни одного слова правды, тут вдруг они очень такие поступают как бы благородно к нам, и чтобы мы стали хорошими какими-то мусульманами, тут тоннами начинают слать нам вот эту литературу. То есть вот такие моменты, да, я там дискутировал на эту тему с людьми, которые говорят, в России на этот период был бардак, кто угодно мог что делать, но как кто угодно мог что делать, если Министерство информации и печати, я повторяю, да, по телевизору, вот,
Доренко, там вот эти всякие Соколовы, сидят и полностью льют на нас вот эту пропаганду, я не знаю, тоннами, да, слов вот этих. И в то же время они же присылают нам вот это вот радикальные вот эти книги, да, ну, вместо учебников школьных. просто на сегодняшний день вот эта их политика, то, что происходит, вот эта радикализация нас, то, что было тогда через книжки, сегодня там век интернета и прогресса, сегодня это перешло все уже как бы в соцсети, в интернет, и это постоянно продолжается вот над нами. Отсюда, как мы видим, поток там в Сирию чеченцев, отсюда вот эти вот происходящие здесь в Европе, вот что было накануне, да, во Франции и так далее. Чеченцы находятся и находились тогда, и сейчас тем более находятся под огнем вот этой вот пропаганды, которая исходит именно вот, и мое полное убеждение, как это было и через вот эту литературу, также оно и русскоязычное, если вот это вот сейчас взять, именно русскоязычные ролики, которые на фоне сирийского конфликта начали поступать там, мне тоже там их перекидывали, да, через соцсети, через WhatsApp. Мутные, восходящие звезды интернета, которых ничем не отличишь от какого-то Багдади из пустыни с гранатометом, тоже очень сильно способствует радикализации чеченцев. Огонь вот этой вот как бы пропаганды, он постоянно льется на нас. Вот если понаблюдать, что происходит в интернете на фоне происшествия во Франции, то именно в Рунете наши, в кавычках, доброжелатели, какие-то блогеры, пытаются обвинить власти Франции в произошедшем. Там ковыряют какие-то 200-летние истории, где они лживцев преследовали, там, отрубали им голову. Всячески вот чеченцы подвергаются вот этой обработке. Что интересно, ты про Сирию затронул. Походы в Сирию, отток молодежи из европейских благополучных, казалось бы, стран, где можно жить, учиться, все такое. В Сирии мы тоже наблюдали тот период, да, когда посредством видео пропаганда, но страшная пропаганда. Я вот слушал одного парня, чуть сам, ну как бы образно говоря, да, если бы был бы молодой, наверное, под его воздействием его пропаганды, и, наверное, я побежал бы туда, потому что настолько красиво он об этом говорил, там, причем, что кушая яблоко в это же время, да, как бы так свободно, как актер какой-то, великий актер, откусывает яблоко и говорит, вот тут рай, там все такое, вы должны сюда прийти, что вы там, спортсмены, сидите под какими-то флагами кафирскими, спортом занимаетесь, там рядом с мамами сидите, вот тут у нас джихад, тут святая война, все такое. И что интересно, эти пропагандисты, которые зазывали туда молодежь, после вот известных событий, когда эти группировки там в основном погибли, эти люди, остались женщины, которые отсюда увезли, дети остались, молодые девушки остались, которые попали в плен, сейчас находятся в лагерях, где-то там в тюрьмах, да, и мы не слышим на сегодняшний день призыва этих людей, которые и мы знаем примерно, кто это пропагандировал, и примерно эти люди, которые правильно высказывались, ну, как бы, в поддержку похода в Сирию, эти люди сегодня не говорят ни слова о том, что надо каким-то образом освободить этих женщин, надо куда-то обратиться, или там что-то делать, или туда поехать, не поехать. То есть здесь также чувствуется, да, что это не просто так говорилось, да, что это лицемерие было или умышленное использование чеченской молодежи для того, чтобы поломать вообще, демонизировать наш народ. Вот тоже недавно, прям в преддверии вот произошедшего во Франции, есть такой момент или инцидент, который произошел в Чечне. Как фамилия этого солдата была? Родионов. Родионов. Вот именно по нему
очень в сети началось такой как бы ажиотаж, там, и вот это Жеребцова, и она, и там многие начали, подняли эту тему, и на фоне вот этой темы происходит то, что произошло во Франции. То есть параллель, да, что чеченцы да, тогда отрезали голову и продолжают. Да, да? Родионов, да, он был как бы обезглавлен, что не доказано, там сейчас ведется расследование. Ну, скоро мы, кстати говоря, поэтому тоже сделаем фильм и покажем расследование вот этого гибели, пропажи или как-то судьбы этого Родиона. Жертвы вот этих идеологов, которые под промывкой мозга их находятся. Кстати, вот идеологи, которые в интернете сидят без имен, без ничего и формируют мнение у людей. В основном это через сеть происходит, через интернет, через соцсети. Вот эти вот люди, они как бы не люди или не, там может быть кто угодно. Да, может робот, да. Да, может, да, даже бот какой-то сидеть, ну не сидеть, а быть запущенным. И на фоне всего вот этого люди, которые подвержены вот этому, для них как бы уже как бы они зашорены или как до того, что они там думают, о, там на нашего пророка там что-то сказали, 5-10, и не видят вот эти параллели, да, которые здесь происходят, там, вот это, что мы сейчас о религионной говорим, вот связь вот эта вот между этим, чтобы как бы проанализировать ситуацию и осознать, что они являются просто исполнителями или каким-то механизмом в руках вот этих пропагандистов, в руках этих вербовщиков. Здесь надо тоже вот насчет того, что ты говоришь, да, то, что во Франции случилось, это же не просто так. Вот взять, например, то, что было в Бостоне, да, теракт в Бостоне. Взяли то же самое, ведь когда в России какие-то происходят процессы, когда Америка вводит санкции против России, или когда какое-то государство против России там что-то такое не поделит, да, обязательно происходит теракт. Обязательно в каком-то плане. В данном моменте тоже Франция была инициатором введения санкций против России, и тут же произошло это событие. В то время было американцы, что-то там, какая-то проблема Америка и Россия, да, и приехали какие-то Царнаевы. Один из Царнаевых был полгода жил в Дагестане. Кстати, он не чеченец, вообще его отец, отчим чеченец, и второй от отца как бы чеченец, а тот старший от другого мужа, это его жены, он не является чеченцем, хотя нам его приписали. Вот. Он где-то радикализировался дома, и потом в конечном итоге вот произошел этот теракт. И весь народ, да, все сразу набросились на чеченцев, вот там чеченцев надо выгнать, чеченцев удалить. Вся работа, ведь вот нам, чеченцам, тоже надо понять, да, что все эти разговоры о том, что там против пророка, против что-то делают, там, против религии, против Корана и так далее, вот эта попытка именно показать реакцию людей, если реакция людей, например, кто-то порвал Коран, и потом реакция людей, что эти люди уже как бы показать их дикарями, да, вот мы скачили, там, начинаем кричать, орать, мы до сих пор имели очень хороший имидж народа, который боролся за свободу, а сегодня этот имидж хотят поломать нас, да, нам испортить весь имидж, мы уже становимся потихонечку бандитами, народом-бандитом, не народом-освободителем, не народом, стремящимся к свободе и независимости, а именно вот на эти рельсы нас пытаются ставить. И конечная задача российских спецслужб, российского руководства, да, и марионеток, которые находятся в Чечне, это вернуть чеченский народ, не дать ему учиться здесь, не дать этому народу встать на ноги и вернуть в лоно, как бы, на территорию Российской Федерации, и там будем в этом, ну, как бы в тюрьме народов, как она была раньше и осталась, будем жить в этой тюрьме. Такова, на мой взгляд, задача российской спецслужбы, российского правительства.
Кстати, в Турции тоже в 2015 году после накала отношений между Турцией и Российской Федерацией тоже произошли там серия взрывов. Опять же, это было именно сделано религиозными какими-то радикалами. И то же самое можно и наблюдать сейчас. Санкции, да, которые против России как бы еще усилились со стороны Европы, где Франция тоже является одним из подписантов этого. Вот, к сожалению, что как бы плохо и что опасно, это то, что если после какого-то политического убийства в Европе, либо если какой-то радикальный исламист, который произвел теракт, за ними начинают прослеживаться хвосты от ФСБ, от Кремля, ну, связано это с политикой, как бы. Но Европа, ну и вообще не только Европа, весь мир начинает как-то, я не знаю, ну это такая защитная, наверное, реакция, да, не разозлить Путина там и вообще российское попытаться видеть в его глазах человека, и как бы закрываются глаза вот на это. Это очень опасно, на мой взгляд, вот такая ситуация. То, что, как ты пример приводишь, да, после выстрела пытаться остановить пулю, там какую-то, которая уже выстрел произошел, именно до этого выстрела, откуда этот выстрел производится. Предотвратить выстрел, да, предотвратить все это. Вот это главная как бы цель, задача должна быть. А вот именно там каких-то радикальных, полезных идиотов или жертв вот этого радикализма, которые уже обработаны вот этими вербовщиками, идеологами, ну с этим можно, я не знаю, как бы до бесконечности, да, там если чеченцы закончатся, это можно с другими тоже, на других тоже практиковать. С другой стороны, видишь, хотелось бы тоже, конечно, обратиться к людям, к нормальным, думающим людям, чтобы они хотя бы знали о судьбе чеченского народа, поинтересовались судьбой чеченского народа, прежде чем делать выводы. Потому что мы в сети сейчас, на Фейсбуке особенно, замечаем настолько негатива, да, и причем я вообще не понимаю, люди, которые приехали сами сюда в поиском убежища из России, да, особенно россияне этим болеют, они требуют, чтобы выслали почему-то чеченцев отсюда. Ну почему не сказать, давайте мы вместе уедем с чеченцами, откуда приехали? Этого нет. То есть это идет такой вот шабаш, там непонятно, кто это говорит, потому что, как ты говоришь, там за никами человек или враг, или друг, не поймешь. И поэтому здесь нам, самим чеченцам, тоже мы опять-таки призываем быть очень осторожными, ну, в смысле, не реагировать на эти болезни, на эти выпады, да, потому что тогда человека не красит, да, если на тебя кто-то ругается матом, если ты будешь ему матом отвечать, то ты становишься такой же, как тот, который тебя обзывает, то есть оскорбляет. То здесь надо немножко с культурой больше дружить и быть более сдержанным нам, чеченцам, тоже, потому что нас ничем не запачкает уже. Мы народ, который показал всему миру нашу любовь к свободе, любовь к независимости, да, эти попытки разного рода людей, этих радикальных элементов, которые связаны 100%, я в этом уверен, с ФСБ России, которые там с другими какими-то спецслужбами недружественных странам. Эти люди ничего не могут сделать против народа. Нам просто надо учиться, учиться и еще раз учиться. Вот такой девиз должен быть у всех чеченцев, находящихся здесь в европейских странах. К нашим друзьям я бы тоже хотел обратиться как бы с просьбой, да, в интернете, в соцсетях, Facebook, я не знаю, Instagram, YouTube. Есть очень много
вот этих троллей, которые на русском языке с ошибками, умышленно, да, там, с какими-то, может, чеченскими вбросами слов. Люди, безликие люди в соцсетях пишут там, оправдывая произошедшего во Франции, чтобы наши друзья как бы пытались разобраться, без разбора не считали, что это пишет там чеченский народ. И завершая нашу передачу, если есть какие-то пожелания, есть какие-то вопросы, которые вы хотели бы услышать, мы с удовольствием ответим на любые вопросы, какие бы они ни были сложными или какие бы они ни были болезненными для нас. Мы открыты, и любой человек, кто может и кто хочет с нами общаться, мы с удовольствием попытаемся разъяснить ситуацию, потому что в этом море лжи найти крупицу истины очень сложно. Всего вам доброго, до свидания, до следующей передачи. Всего хорошего.